Обратите внимание, да, полностью обезглавливается крона и происходит рост из боковых почек до ветвей. Но это приводит к тому, что ветви, которые прикрепляются к стволу, они очень слабые. И поэтому во время даже сравнительно небольшого ветра они начинают обламываться и падать. Плюс уже существует ряд достаточно работ, которые показывают, что после такой обрезки происходит гниение ствола. То есть это дерево проживет 7-10 лет. Все, и мы его лишимся. Обрезать нельзя, сохранить. Так называемое кронирование эксперт Елена Паршина называет не иначе, как варварством. По всей стране известный метод практикуют много лет и обрекают деревья на неминуемую гибель. Мало в этом и эстетики. Вдоль дорог и улиц сплошь возникают телеграфные столбы с листьями. Некрасиво, да еще и небезопасно. В этом году, наверное, многие обращали внимание, что вот такой активный ветровал, да, ломались ветви. Это все связано как раз с нарушениями технологии обрезки. Нужна комплексная программа по озеленению. Как это происходит в Санкт-Петербурге, в Москве, в других крупных городах. У них есть комплексная программа по озеленению городов. Это и инвентаризация, это мониторинг. Другая значительная часть зеленых насаждений достигла естественного старения. При этом темпы озеленения от темпов строительства города сильно отстают. Вот чем нередко заканчиваются акции по посадке деревьев. 35 кленов и столько же кедров посадили 4 года назад ко Дню Победы. Но мало просто посадить, нужен постоянный уход. Видимо, об этом позабыли. Часть саженцев скрылась под зарослями борщевика. В расчете на одного человека площадь зеленой зоны удовлетворяется лишь на 30-35%. Специалисты подвергают критике даже Мичуринский парк. Достаточно взглянуть, как государственный стандарт определяет термин «парк» и сопоставить его с действительностью. Скажите, где там можно насчитать 10 гектаров? И где вы видели парк, в котором без конца, снуют автомобили и предусмотрены даже парковки для них? Выход из ситуации – создание декоративного питомника. Ландшафтный архитектор Геннадий Романов разработал свою концепцию. Ассортимент деревьев и кустарников уже имеется, например, в ботаническом саду СГУ. А выращивать их можно на полях крупнейшего тепличного хозяйства Коми. Больше с такими площадями земельными, наверное, никто не сможет вклиниться в этот процесс. У них достаточно земли, и если подключиться, и думаю, у них результат получится, потому как у них тоже есть специалисты, которые знают, что такое растение, и как нужно подойти к нему, чтобы в итоге получить планируемый результат. Эксперты идею поддерживают. Если питомник удастся создать при выходе на проектную мощность, он сможет давать приблизительно 10 тысяч саженцев деревьев и почти 100 тысяч саженцев кустарников. Ну а специалистов вузы уже подготовили. Дело за бизнесом. Таисия Жакова, Олег Юшков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.